Добрый вечер. А теперь о главном. Джорку Генеш рассматривал сегодня поправки в закон о Национальном банке, банках и банковской деятельности и отправил их на голосование. Но обсуждались не только эти поправки, и дискуссия стала похожа на отчет Нацбанка. Председатель его правления Толкунбек Абдыгулов был в своем духе и представил банк чуть ли не как лучший в регионе. На сегодня похвастать есть чем. Платежная система АВС, благодаря поддержке парламента, президента, мы имеем законцованную внутри платежную систему. Мы первые в Центральной Азии ввели в оборот слитки золотые. Процентные ставки за 4 года, они были снизены практически в 1,5 раза. На сегодняшний день нету ни одной финансовой услуги, которая существует в мире и которую наши коммерческие банки не могут предоставить. Возникли и вопросы, связанные с Кумтёром. Почему кыргызский банк не покупал золото, произведенное на кыргызском Кумтёре? Ответ был в том же духе. Мы покупаем то, что нам продают, а продаем мы то, что у нас покупают. Абдыгулов даже попытался поучить депутатов, попросив не сравнивать цены на золото в Лондоне и в Кыргызстане, хотя получилось как раз наоборот. Золото сколько вы продаете сейчас населению? Население где-то порядка 25-35 килограмм в год. А почему так мало? Сколько покупают, столько и продаем. У вас 1 грамм золота 30% дороже, чем этот биржевый бадан. 30% превышает. Вы можете попробовать купить на лондонской бирже, и пока довезут до Кыргызстана вам это золото, оно будет намного дороже, чем мы сейчас, сегодня готовы вам продать. Но у нас же золото здесь, мы добываем золото. Почему Лондон? Мы не должны ехать в Лондон покупать золото. Нацбанк настолько независимая организация, что и в связи с золотом Кумтёра вел себя так, что от него ничего не зависит. На вопрос о том, что в связи с введением внешнего управления на Кумтёр Голд Компани, а также вообще с возможной национализацией Кумтёра, не потеряет ли Нацбанк свои резервы, если вдруг последуют международные санкции, Абдыгулов уверенно ответил, что ничего подобного в стране не грозит. В соответствии с законом о Национальном банке, Национальный банк не отвечает по обязательствам правительства, так же как правительство не несет обязательств перед Национальным банком. Вот это является защитой наших международных резервов. В соответствии с соглашениями Национальный банк никогда не отвечает по искам и претензиям, предъявленным правительству, потому что Национальный банк в соответствии с законом не финансируется из бюджета. Нацбанк имеет право покупать любое золото, произведенное на территории Кыргызстана. Однако золото Кумтёра не покупал, потому что ему этого просто не позволяли. Ни власти, ни канадский менеджмент. И он молча на все это взирал многие годы, даже не подняв никаких инициатив в защиту национальных интересов. Так что слова о независимости, как взятки гладкие, нам не продают, мы не покупаем. Согласно законам, Национальный банк имеет право покупать любое золото, произведенное на территории Кыргызской республики. На сегодня, за последние 5 лет, мы не покупали только золото Кумтора. Все остальное, произведенное в Кыргызстане, золото Национальный банк покупал. Если бы это был отчет Нацбанка, наверное, были бы и более жесткие вопросы. Однако некоторые коррупционные моменты все же всплыли. Нацбанк стал 2 года назад акционером коммерческого Геремет-банка, а тот продолжает платить за аренду своего здания чуть ли не больше, чем уже стоит сам. По словам Абдыгулова, это дело самого коммерческого банка, как будто Нацбанк к нему не имеет никакого отношения. Национальный банк зашел акционером для того, чтобы не допустить банкротства банка. На сегодняшний день этот банк сидит в аренде у частного сектора,
платит большие деньги. Это правильно? Урмат Тушерелы Итибаевич, это дело коммерческого банка. Они, скорее всего, в аренду берут по рыночной стоимости. Это общая психология богатых или наделенных властью людей. Любые вопросы отскакивают от них, как горох от стенки. Вот в чем вопрос. Это была программа о главном, и ее вел я, Нарен Аев. Всего вам хорошего, до свидания.